В период коронавирусной инфекции очень важно соблюдать меры предосторожности. Так, например, чтобы попасть в отделение Россельхозбанка, сотрудникам и клиентам в первую очередь измеряют температуру. Затем обеззараживают руки, и только после этого вход свободен. Такие вынужденные, но оберегающие меры уже стали важным правилом здесь во время карантина. Впрочем, никто не жалуется, ведь это нужно в первую очередь для собственной защиты. Каждые 2 часа влажная уборка и дезинфекция всех поверхностей. Однако, когда речь заходит о здоровье, у каждого должен срабатывать вопрос гражданской ответственности, где солидарность в принятии мер безопасности превыше всего. Для соблюдения расстояния между клиентами, находящимися в зале, мы именно ограничиваем количеством входящих людей. Там специально люди стоят, которые ограничивают вход. И, соответственно, внутри уже зала контролируем, чтобы люди соблюдали. Эдакая социальная дистанция. Во избежание большого количества людей в банк пускают не более 10 человек. Режим работы самих сотрудников тоже изменился. Трудятся теперь по очередности в 2 смены. Например, в этих кабинетах сидят не более 2 сотрудников, остальных перевели на удаленку. В целях защиты здоровья клиентов банк рекомендует использовать дистанционное обслуживание и сократить визиты. Проводить ежедневные операции же можно с помощью мобильного приложения. Денежные переводы, оплачивание услуг, обмен валют – разницы никакой. В основном спрашивают кредиты, консультация по кредиту, по вкладам и так далее. А информация вот насчет счетов, допустим, да, эту информацию не предоставляем. Это все в приложении нужно уточнять, онлайн-банк. Между консультантами и клиентами обязательная дистанция. Для того, чтобы ее соблюдали, специальная ограничительная лента. Лишним напоминанием не будет, считают сотрудники. Однако в большом помещении, помимо дезинфекции и влажной уборки, важно также и обеззараживание воздуха рециркуляторами. Тем более, если поток людей непрерывный. Здесь у нас большая проходимость, поэтому он у нас круглосуточно работает, очищает воздух от вирусов и бактерий. Такие же рециркуляторы у нас находятся на каждом этаже и в кассах, где проходит наличность, чтобы очищать все это. Для клиентов, которые находятся в непростой ситуации из-за коронавирусной инфекции, будет приятным бонусом оказание необходимых мер финансовой защиты. По словам старшего экономиста отдела розничных продаж, принцип банка заключается в поддержке населения и доступности ему финансовых услуг. Поэтому к вопросу кредитных каникул здесь подошли очень ответственно. Человеку предоставляется отсрочка выплаты кредита на вот эти 6 месяцев. В течение вот этих 6 месяцев человеку не начисляются там пени, штрафы, неустойки. И по окончании срока он уже должен будет выплачивать в полном объеме. В общем, Россельхозбанк работает для своих клиентов в безопасном режиме, соблюдает все меры защиты и предлагает онлайн-услуги. Взамен требует только одного – ответственности и бережного отношения к своему здоровью. Хава Гагиева, Магомед Шаухалов, Новости 24.